Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и мужчину. А тема будет такой: сведет ли вас судьба снова? Загадайте, пожалуйста, на себя и на него. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Видите, у вас око Бога вышло. У вас непростые отношения. Непростые. Так, ну давайте пойдем по порядку. Если честно, я не ожидала. Простите, да, я просто не ожидала увидеть именно такой рисунок. И не ожидала увидеть этот символ. Он очень серьезный. И здесь действительно нужно разбираться, нужно подумать. Так, мои хорошие, пойдем по порядку. Начнем мы с мужчины. Мужчина сейчас в какой-то серьезной перезагрузке, проработке, трансформации. Он меняется очень быстро, качественно меняется. Знаете, как будто бы он растет. Да? Ну, вот был ребенок, вот он уже подросток. Через 5 минут это уже взрослый состоявшийся человек. Мужчина, знаете, он в какой-то передряге побывал. В какой-то передряге, в каких-то больших неприятностях побывал. Все переосмыслил. Знаете, этот момент, когда жизнь пролетает перед глазами, как в ускоренной съемке. Это чувство ему знакомо, он его на себе испытал. Под этим чувством он, знаете, как просеял все, что было в его жизни, как отделил плевна от зерен. Тяжелую работу он провел над собой, пытается навести порядок в своей жизни, пытается все, знаете, как сгруппировать, выделить, что важно, что не важно, к чему я иду, от чего я откажусь. Человек учится контролировать свои чувства, свои эмоции, контролировать свои действия, свои поступки. Смотрите, я вижу в прошлом у мужчины много глупости, много дурости, много какой-то глупой импровизации, не знаю, спонтанности. Человек, вот смотрите, его прошлое, да, каким он был в прошлом, каким вы его, скорее всего, застали, да, либо с каким мужчиной вы общались в прошлом. Человек-фонтан, да, причем горячий, да, это вулкан, который постоянно взрывался, извергался, который мог начудить, натворить дел, резкие, острые насуждения. Человек, который, знаете, искатель приключений на свою пятую точку. И, кстати, он их находил, причем находил на ровном месте. Да, вот сидит дома и все равно умудряется попасть в какую-то переделку. Человек. Знаете, мне, кстати, идет, что вы расстались из-за его горячности, из-за его какого-то промаха, либо какого-то идиотского поступка. Вы сейчас не вместе из-за него, из-за его действий, либо из-за его попустительства. Да? Возможно, вы как поссорились, да, он спылил, там, слово за слово, раз, там, схватил вещи и убежал. Либо была возможность принять радикальное решение, да, вот сойтись быть вместе, там, съехаться, пожениться, а он просто вот мимо пропустил эту ситуацию, да, вот отморозился, отвернулся, и все, оно ушло, прошло. Смотрите, это не один мужчина пришел. Здесь как идет собирательный образ. Девочки, это общая отсыпка. Я вижу, что его поступок, либо его поведение, плюс или в минус, сыграло главную решающую роль в том, что вы сейчас не вместе, в том, что сейчас между вами
ну, пространство, да, пространство. Вы не вместе, вы к друг другу тянулись, у вас вот чувство на двоих. Причем, смотрите, у мужчины это чувство было посильнее, чем у вас, девочки, либо он более чувствительный, чем вы был в тот момент. Но его поведение, его глупый поступок разделил вас, разделил. Все это из-за него. Он это прекрасно понимает. Вы еще сомневаетесь, но он точно знает, что это все из-за него. По его вине вы не вместе. По его вине вы там, где вы находитесь, ну а он, соответственно, там, где он находится. Из-за своего характера, он, ну я не знаю, он что-то пережил, либо даже расплачивается, по сей день расплачивается за какую-то ситуацию. Может быть, он что-то натворил, либо наоборот, как-то вовремя не среагировал. Я вот никак не пойму, что это за человек такой. Либо мне двух разных людей показывают, либо это один, который ухитряется в себе комбинировать взрывоопасный характер, резкие действия и при этом вот позицию страуса. То есть сегодня он весь горячий, бурлит, кипит и творит, что попало, а, например, завтра, либо к вечеру он превращается в такого страуса, который голову в песок засунул и стоит попой кверху. Да. А вы должны были быть вместе. Вы это ощущаете, вы всегда это ощущали. Вот даже с первого момента встречи, вот когда вы посмотрели на этого мужчину, может быть, просто еще не знакомы были, просто его увидели, вот прям щелкнуло, да, это мой мужчина, либо вот с этим мужчиной я буду, да, вот он моя судьба. Но он действительно как судьба вам был. Вернее, нет, неправильно сказала. Скорее, это вы были судьба, потому что от вас идет это око. Вы были для него судьба. Вы были для него, знаете, как спасение его души, его сердца. Если бы вы сейчас были вместе, этот мужчина был бы спокойный, уравновешенный, с хорошей работой, со спокойной, доброй жизнью, с семьей, да, то есть у него бы все было в жизни. Но он что-то не так сделал, да, либо вспылил, убежал, либо, как я уже сказала, да, просто выпустил вас из своих рук. Сейчас он все понимает, сейчас он все осознает, но у него как руки связаны, вот в моменте здесь и сейчас, руки связаны, он не может до вас дотянуться. Хотя сердце просится к вам, а дотянуться не может. Либо у него сейчас какая-то цель, задача, да, вот ее нужно выполнить, и потом уже к вам вот бежать, скакать, плыть, не знаю, ползти, но к вам. Да, его не пускают к вам. В сегодняшнем дне не пускают. Не пускают, пока он до конца не прошел эту проработку, пока не закончилась его трансформация. Вот, его не пускают. Да, вот не зря око вышло. Око вышло не зря. Смотрите, вот это вы в моменте вашей встречи, в моменте ваших прошлых отношений. Вот она вы, красивая, стабильная, спокойная, такая статуэточка стоит. Да? От вас идет око Бога к нему. А он стоит, видите, какой-то полусогнутый, еще руками машет. То есть мужчине давался шанс на то, чтобы он был счастливым. На то, чтобы он был счастливым и вас сделал счастливой. Чтобы он круто поменял свою жизнь. И не проходил всего этого ужаса. Но он не понял, да, из рук он это око выпустил. Да, он просто убрал руки, да, и око покатилось. Кольцо это покатилось. Он этого не сделал. Поэтому он вернулся в самый низ. И сейчас он пытается карабкаться. Да. Смотрите, вот здесь нам четко показали, это как эмбрион. Эмбрион, понимаете, он как будто бы, ну вот, как в этой камере, да, в инкубаторе находится и созревает. Он еще не дозрел. Видите, пуповиночка даже торчит. Он еще не созрел. То есть он вернулся в самое начало, превратился в зародыша. И сейчас он должен вырасти в полноценного человечка, да, ребенка.
Какие-то 3 начала он должен в себе объединить. Есть 2, третьего пока не хватает. Да, какие-то даже кармические отношения, не просто отношения. Обратите внимание на вот эту пару, следующую. Видите, вот следующая пара 2 полноценных людей, которые 2 руками друг к другу тянутся и формируют вот сердечко. Видите? Ну, верхушку сердечка формируют. Это вы в вашем будущем, он и вы. Полноценные люди, которые формируют сердечко. У вас, кстати, на руках дом стоит. На вот ваших руках, да, которые вот друг к другу потянули, дом стоит. Это ваше будущее. Вы вышли отсюда, где он все пропустил, упустил, и должны прийти сюда, там, где вы будете вместе. 2 равноправных партнера. 2 взрослых, самостоятельных человека, зрелых человека. К этому вы должны прийти. Так, девочки, вижу, что вы пытались его забыть. Я вижу, что вы тут всяко разно думали, но ни разу в своих мыслях не попали в точку. Ну, относительно этого мужчины, относительно причин, почему вы расстались. Я вам сейчас скажу прямо, вот как оно есть, как я это вижу. Вы расстались ему в наказание, понимаете? В наказание ему. По его оплошности, по его глупости вы расстались. Других причин нет, что вы расстались. Вас развели, но развели временно, чтобы потом вас свести уже как взрослых индивидуумов для создания семьи, мои хорошие. Девочки, кто был с этим человеком в паре в браке, такие есть. У кого-то даже ребенок есть от этого мужчины. Поверьте, он еще вернется, вы еще его и примете, и еще вот это время потраченное вы все нагоните. Все нагоните, он вам все скомпенсирует. И любовь, и содержание, и помощь, и ласку, и заботу, все вам скомпенсирует, все вернет. Что касается других отношений, ну вот кто-то прям хочет других отношений, либо пытается построить другие отношения, вы же забыть его не можете. Как только вы пытаетесь его забыть, тут он и снится начинает, какая-то информация о нем приходить начинает. И прям, знаете, как напоминает о себе, вот откуда-то издалека, вот такая рука тянется к вам, постоянно за плечо трогает. Напоминает, не дает вам забыть про себя. Но око Бога вышло, это судьбоносные отношения. Судьбоносные кармические отношения. Кармические отношения никогда не бывают легкими. Это череда испытаний, которые 2 человека должны пройти. За что вам такие испытания? Ну, а вы же его выбрали, девочки, вы же его выбрали. Вы себя как будто бы сознательно в момент выбора принесли в жертву. Вы сказали, окей, я вижу, эта душа раненая, я готова с собой пожертвовать, чтобы спасти эту душу. Ну вот полюбила я эту душу, что я могу с собой поделать? Такая информация идет. Да, очень неожиданно, не ожидала я на общей отсыпке такого глубокого смысла. Девочки, не буду долго вам тут рассказывать. Я думаю, кто понял, тот понял. То, что это ваша судьба, вы сами чувствуете. То, что не просто так вы встретились, вы сами все прекрасно понимаете. Забыть его не получится, ни он, ни высшие не дадут этого сделать. А мужчина, он 100% вернется. Ушел глупым мальчишкой, зародышем, да, а вернется полноценным взрослым мужиком, настоящим защитником, ответственным, самостоятельным. У вас с этим мужчиной, видите, один дом на 2, вот он, вы его вдвоем на руках держите. Еще здесь вот ребенок с вашей стороны выходит, но опять же у кого-то это будет ребенок, причем ребенок будет очень похож на вас, да, и мужчина прям будет обожать и вас, и ребенка, а у кого-то отыграется его помощь вам для того, чтобы что-то новое в вашей жизни случилось, произошло. Мужчина, возможно, будет вам помогать, например, открыть свой бизнес, да, либо он будет помогать вам заниматься вашим любимым делом. Какая-то помощь от него идет, опять же, в качестве компенсации за то прошлое, трагическое прошлое, да, печальное, грустное прошлое, которое по его вине случилось. Это очень сильная судьбоносная отсыпка.
Что я могу вам посоветовать? Ни о чем не думать. Отпустить эту ситуацию, жить для себя, развиваться, не стоять на месте. Это судьба, от судьбы не уйдешь, вы будете вместе. И, кстати, тут совсем чуть-чуть осталось подождать. У него очень сложный путь наверх, вперед к вам, очень сложный, но он его пройдет. И вот чем сложнее его путь, тем проработаннее и лучше он будет становиться. Поэтому дождитесь, но дождитесь с пользой. Занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью, развивайтесь. И, конечно же, будьте счастливы, мои хорошие. Вот. А другие, ну, у вас тут, я вижу, тут ухаживают за вами люди, обращают на вас внимание, вы вот с кем-то пытаетесь встречаться. Но для вас другие мужчины, они какие-то, ну, никакие, вот пресные, вот неинтересные, не трогает, да, не ёкает сердце. Поэтому, мои хорошие, это именно судьба. Судьба. Вот тот, кого вы загадали, он ваша судьба. И вместе вы 100% будете. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.